В июне 1943 года произошел единственный в Коми АССР бой Великой Отечественной войны. Линия фронта Великой Отечественной войны проходила достаточно далеко от Коми АССР, но летом 1943 года на территории автономии, расположенной в глубоком тылу, произошел единственный боевой эпизод войны, во время которого прозвучали выстрелы и были убитые. В ночь с 5 на 6 июня в небе над Печорской тайгой пролетели два вражеских самолета. С их бортов на территорию Кажвинского района десантировались 12 парашютистов-диверсантов. Немецкое командование поставило перед ними несколько задач. Главной целью было уничтожить железнодорожный мост через реку Печору в районе поселка Кожва. Это привело бы к длительному параличу Северной железной дороги, снабжавшей осажденный Ленинград, фронт и Северный морской флот заполярным углем. Вторая задача была не менее важной – поднять восстание в Печорлаге и Инталаге. И третья – подготовить высадку масштабного немецкого десанта, который мог бы освободить заключенных из многочисленных лагерей НКВД, расположенных в этом районе, вооружить их и открыть новый фронт в тылу. Все это могло серьезно повлиять на ход войны. Но вражеские планы не осуществились, их сорвал один из участников десанта, простой коми учитель Александр Доронин. Идея высадки десанта в Коми АССР принадлежала бывшему советскому генералу Ивану Бессонову. Попав в плен в начале войны, он перешел на сторону немцев и предложил создать из военнопленных несколько десантных групп для заброски в северные районы СССР. Там, согласно его плану, они должны были захватить лагеря ГУЛАГа и привлечь на свою сторону заключенных и ссыльных, вооружить их и организовать масштабное восстание в советском тылу. Коми АССР являлась одним из самых больших островов архипелага ГУЛАГ, на ее территории в то время находилось более 250 000 заключенных и спецпереселенцев. Это превосходило количество свободного населения республики. В случае успеха за первой группой в дюжину человек последовали бы другие, и в советском тылу началась бы настоящая война. Планом генерала Бессонова предполагалась заброска на север СССР в кульминационной фазе операции до 50 000 десантников. Столько сил было достаточно, чтобы захватить лагеря с заключенными, вооружить повстанцев и, утроив силы, двинуться на Урал. Перерезав магистраль, которая соединяла заводы Сибири с фронтом, они могли решить исход всей войны. В качестве района высадки десанта и исходной территории для развертывания повстанческой деятельности планом предусматривались районы Нарьян-Мара, Усть-Цильмы и Усть-Ухты. Район дельты реки Северная Двина, район Сыктывкара, район Мизени, на реке Оби, Абдорск, Березов, Самарова. Район дельты Енисея, Северный Урал, район Чердани. Другая задача – взорвать мост. Железную дорогу, связавшую Воркуту с остальными частями страны, начали строить еще в 1937 году. С началом войны строительство Северо-Печорской магистрали было на особом контроле Госкомитета обороны, и сроки его окончания не подлежали пересмотру. Это объяснялось потерей Донбасса и возросшим значением Печорского угольного бассейна для снабжения фронта и промышленных центров воркутинским углем. Дорога пересекала несколько рек, в том числе и Печору. В апреле 1942 года возведение моста через Печору было завершено, по нему пошли поезда. Немецкое командование понимало роль, которую железная дорога стала играть в обеспечении советской промышленности и фронта углем, нефтью и лесом. В связи с этим германская разведка Абвер разработала операцию «Цепелин». Высадка десанта на Печоре являлась частью этой операции. Если бы планы гитлеровцев осуществились, СССР был бы нанесен огромный урон. Успех печорского десанта во многом зависел от проводника, человека, который единственный в отряде знал коми-язык и местные условия. И этот коми-сусанин, Александр Доронин, сумел сломать планы немецкого Абвера. Родился Александр Доронин в апреле 1907 года в Удорском селе Глотово в семье крестьянина-середняка, служившего в должности писаря. Окончил сельскую школу, затем в 1927 году Усть-Сысольское педучилище. Преподавал географию и химию в Глотово и Вашгорте, возглавлял отдел народного образования Удорского района. В 1933-1935 годах служил в Красной армии. После демобилизации работал в Сыктывкаре в органах народного образования. На фронт Александра поначалу не брали из-за плохого зрения. По приказу отдела образования Сыктывкара в январе-феврале 1942 года Доронин в числе мобилизованных принимал участие в подавлении восстания заключенных лагеря Лесарит под Ухтой. 12 апреля 1942 года был призван в армию и направлен на учебу в Пуховичское военное училище в Великий Устюг. После его окончания в должности младшего лейтенанта, с октября 1942 года участвовал в боях на Волховском фронте в должности командира пулеметного взвода.
Во второй половине февраля участвовал в наступательных операциях Красной Армии в направлении местечка Шапки, где их полк попал в окружение. В архивах Министерства обороны имеется документ, свидетельствующий о том, что лейтенант Александр Гаевич Доронин в феврале 1943 года пропал без вести. Оказалось, что попал в плен. Немцами были отобраны из концентрационных лагерей советские военнопленные, давшие согласие на сотрудничество. Когда фашисты выяснили по адресу, написанному на обороте фотографии жены, что Доронин коми по национальности и проживал на севере страны, после проверки ему было предложено в составе десанта полететь в коми в качестве проводника и переводчика. Дав согласие немцам на участие в десанте, Доронин рассчитывал освободиться из плена и бороться с врагом. Позже он писал об этом своей жене: «Мне как местному предложили лететь с диверсионной группой. Я не мог допустить, чтобы десантники что-нибудь сделали плохого на родной земле. Согласился, но в мыслях у меня было уничтожение всей группы до того, пока они начнут работать на Печорье. Хоть лететь было опасно, но решился, ибо попав на родную землю, я встречу справедливый разбор дела. Надеюсь, что поймут, поверят и дадут возможность еще работать на благо Родины, на благо народа». В своих показаниях от 11 июня 1943 года Доронин сообщил следователю: «Согласившись стать участником десанта, я обдумывал свои планы, присматривался к остальным ребятам. Понял, что они надежны, и убедил их по приземлении сложить оружие и явиться с повинной в органы НКВД. Хорошо, что все согласились». 20 мая из лагеря военнопленных его перевезли в разведшколу. Будущих участников Печорского десанта готовили в одной из диверсионных школ Абвера близ Риги. Командиром группы был назначен бывший колчаковский офицер Лев Николаевич Николаев. Как оказалось, он единственный из всех диверсантов всерьез планировал бороться с большевиками. Еще находясь в немецкой разведшколе, Александр Доронин начал склонять товарищей к тому, чтобы, оказавшись на советской территории, сдаться властям. Первым согласился заместитель командира группы Михаил Годов. Уроженец Свердловской области, он до призыва в армию за растрату отбывал 5-летнее наказание, находясь в заключении в одном из подразделений Печорлага. Быстро согласился и радист Андрей Одинцов, работавший до войны ткачом в Ивановской области. До вылета на Печору Доронин сумел убедить всех членов десанта, кроме Ахнами Расулева, назначенного денщиком Николаева. С ним разговор не состоялся из-за опасения, что он выдаст командиру замыслы. Но именно Ахнами затем и убил Николаева. После прохождения подготовки, группу на самолетах из Риги переправили на побережье Северного моря в норвежский город Нарвик. Высадка прошла в ночь с 5 на 6 июня 1943 года. Самолеты военно-транспортной авиации Люфтваффе, 2 четырехмоторных «Кондора», вылетели из Норвегии и со стороны Карского моря достигли места выброски, района таежной фермы Развилки, что располагалось в 30 километрах от села Кедровый Шор, отстоявшего на 60 километров от райцентра Кожва. В этом месте и высадился десант. Группа, в которой были Николаев, Одинцов и Доронин, приземлилась первой. Но собрались вместе они только вечером. Других парашютистов отнесло на значительное расстояние от места высадки. Вторая группа, возглавляемая Годовым, соединилась с первой лишь на следующий день. Доронин и Одинцов решили убить командира. Лев Николаев отдыхал у костра, когда в него выстрелил Андрей Одинцов. Но он только ранил командира в плечо. Затем радисты и остальные десантники разбежались в разные стороны. Николаев пошел к речке обмывать рану. Сняв рубашку, Николаев попросил денщика помочь перевязать рану. Но Расулев вместо помощи выпустил в доверчиво подставленную спину очередь из автомата и убил своего руководителя. 8 июня Доронин и Одинцов направились на поиски населенного пункта. Они вышли на ферму Развилки и сообщили властям о себе. На всякий случай в район высадки десанта срочно была направлена еще группа оперативных работников НКВД, бойцы военизированной охраны лагерей и работники Ухт-Печлага, Печорлага, заключенные, знавшие, куда ушли их караульные, не только не подняли мятежа, но и не допустили на зоне внутренних беспорядков. Но эти силы не были задействованы, так как уже пришло сообщение, ликвидация вражеского десанта закончена в 18 часов 8 июня. Удивительно, что с десантной группы никого не посадили и не расстреляли. Александр Доронин после проверки в фильтрационном лагере продолжил службу в армии, а после того, как заболел костным туберкулезом, в 1944 году вернулся в Ухту. Работал учителем в детской трудовой колонии. Через год школу ликвидировали, и Доронин уехал в Ростовскую область, работал там инспектором РАНО, директором 7-летней школы. Но болезнь подкосила его здоровье, и в феврале 1947 года он скончался. Еще находясь под арестом, Александр Доронин написал жене: «Здравствуй, дорогая Нинусь.
Прервалась наша связь, потому что я попал в плен и был у немцев. Пришлось испытать все гнусности от немецких гадов, голодал, меня били и прочее. В общем, тяжело вспоминать. Тебе, безусловно, странно, почему и как я попал прямо в коме, наверное, не разобравшись, будешь презирать. Дело вот в чем, немцы сбросили сюда группу десанта для диверсионной работы. Мы прыгнули с парашютами, убили руководителя группы. Вся группа сдалась без боя, как договорились раньше, сдали все оружие, сами пришли в распоряжение НКВД, пусть разбирают и оценивают наш поступок. Радист Андрей Одинцов до 1946 года служил в армии. После демобилизации возвратился на родину в поселок Арктруд Ивановской области. До пенсии работал на ткацкой фабрике. Было прекращено уголовное дело против Михаила Годова, отбывавшего ранее срок за хозяйственное преступление. Освобождены из-под стражи и другие участники группы. Им зачли в наказание срок нахождения на проверке в фильтрационном лагере и предварительное заключение. Уголовное дело в отношении диверсантов закрыли, ни один из них не был репрессирован. Автор очерка о десанте на Печоре, размещенном в Республиканской книге памяти, Анатолий Ануфриев отметил, к сожалению, к участникам Печорского десанта многие годы было негативное отношение. Их считали предателями Родины, давшими согласие на сотрудничество с врагом. Однако в сложное, трудное для страны время 11 военнослужащих нашей армии, по стечению обстоятельств попавшие в плен, предотвратили крупнейший диверсионный план и не дали фашистам организовать малую войну в глубоком тылу. Поэтому эти воины имеют право на память.